Вновь споры и разбирательства с соседями. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Кыргызстан не разрешил въезд десяткам таджикских студентов, обучающихся в этой стране. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Свыше 100 таджикских студентов, обучающихся в вузах Кыргызстана и находящихся в настоящее время в Таджикистане, не получили разрешения на въезд в Бишкек, несмотря на неоднократные обращения. Студенты ранее не согласились с предложением Миноборнауки о продолжении учебы в таджикских вузах и настаивали на учебе в Кыргызстане. Кыргызстан в мае этого года в одностороннем порядке закрыл границу для граждан Таджикистана. Мухаммад Дюсуф, студент 4-го курса Славянского университета, не смог въехать в Бишкек. Перед новым учебным годом он поехал на таджикско-кыргызскую границу, но кыргызские пограничники не пустили его. По его словам, ему предложили продолжить учебу в университете в Таджикистане, но он отказался. Мне предложили учиться недавно в созданном социальном университете. Я учился на факультете стоматологии, а здесь мне предложили совершенно другую специальность. Если бы меня приняли в медицинский университет Абуа-Лисино, я бы согласился, сказал Мухаммад Юсуф. Он сказал, что 62 таджикских студента, изучающих медицину в Кыргызстане, смогли перевестись в медицинский университет Абуа-Лисино, но не всем представилась такая возможность. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таджикские власти заявляют, что граница закрыта в одностороннем порядке, и они неоднократно обращались к властям Кыргызстана с просьбой пропустить студентов. Источник в Министерстве образования и науки Таджикистана сообщил, что они связались с властями Кыргызстана через Министерство иностранных дел, но ответа так и не дождались. Кыргызстан в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном 29 мая, через месяц после кровавого конфликта на таджикско-кыргызской границе. Абу Бакр, еще один таджикский студент, сказал, что он получил приглашение от Бишкекского медицинского университета, в котором обучается, но даже с этим документом ему не разрешили пересечь границу. Все, у кого есть дядя, продолжают учебу в хороших университетах в Таджикистане по своим специальностям, но нам предложили вузы, которые не соответствуют уровню учебы в Бишкеке, посетовал он. Ранее кыргызские власти заявляли, что граница Кыргызстана будет закрыта до тех пор, пока не будет решен пограничный конфликт. Абдували Мирзоев, бывший студент Академии ОБСЕ в Бишкеке, сказал, что власти Кыргызстана решили надавить на Душанбе закрытием границы, но это было ошибкой. Последние полгода показали, что это было неэффективной мерой. Закрытие кыргызской границы затронуло очень небольшое количество наших граждан, тех, кто жил и торговал на границе, студентов и некоторых контрабандистов. Сотни наших граждан, которые раньше летали в Кыргызстан и в другие страны, теперь выбрали Узбекистан, сказал Мирзоев. Трудности у таджикских студентов возникли после столкновения на таджикско-кыргызской границе. Душанбе и Бишкек обвинили друг друга в развязывании вооруженного конфликта и возбудили, соответственно, дела в отношении вооруженного конфликта на друг друга, но при этом страдают обычные граждане. Как вы относитесь к такой политизации и к такому отношению соседей друг с другом? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!